Вот на Украине решили не дожидаться естественного вымирания человека и собрались узаконить смертную казнь. Один из авторов законопроекта, который пока находится на стадии разработки, депутат Юрий Береза. По совместительству он командует территориальным полком Днепр-1, который прямо в эти минуты обстреливает мирные города юго-востока Украины. Высшую меру предлагается применять только во время так называемой АТО за измену родине, коррупцию и изнасилование. Если с последними двумя статьями все более или менее ясно, то первую можно интерпретировать очень широко. По мнению Киева, этой самой родине изменило чуть ли не все население самопровозглашенных республик. И закон о высшей мере за альтернативные политические взгляды очень вероятно примет дикую форму суда Линча. Хрестоматийный пример лицемерия Верховной Рады последнего созыва. Светлое европейское будущее для одних и узаконенная смертная казнь для других. Тут только стоит заметить, что европейская семья уже давно отказалась от убийства как высшей меры наказания. И страну, мыслящую другими категориями, в этой семье уж точно не ждут. Сейчас у нас на прямой связи Тамара Нерсисьян, наш штаб-кор в Киеве. Тамара, вам там на месте виднее. Готовы ли депутаты поддержать инициативу Березы или это просто эксцентричная выходка а-ля Лешко? Да, Евгений, доброй ночи. Ну, честно сказать, на эту инициативу ни ведущие средства массовой информации Украины, ни другие политические деятели страны особого внимания не обратили. Рассказали о подготовке этого закона только вот на портале ОНН, которому, собственно говоря, Юрий Береза и прокомментировал свою инициативу. Остальные же уже, похоже, привыкли к подобным одиозным предложениям некоторых украинских депутатов. Ну, возможно, общественный резонанс эта тема получит тогда, когда законопроект уже будет зарегистрирован в Верховной Раде. Пока что он находится на стадии разработки, и, как признался сам Юрий Береза, он и его помощники столкнулись с массой сложностей, работая над этим законом. Ну, возможно, одна из этих сложностей как раз-таки связана с тем, что отмена смертной казни является обязательным условием присутствия страны в Совете Европы, которую Украина вряд ли захочет покидать. Ну, а может быть, нынешний командир полка Днепр-1 вместе со своими подчиненными решают, каким образом они будут приводить в действие приговоры о смертной казни. Ну, так или иначе, сам Юрий Береза уверяет, что этот закон о легализации смертной казни будет действовать только на время ведения боевых действий. Он уверен, что закон поможет справиться на Украине с коррупцией. Лично я бы поддержал подобный законопроект, если бы он был внесен, но в двух моментах: за измену родине и за коррупцию. Если бы за измену родине мы выполнили пару приговоров, у нас бы не было никакой коррупции. Да, спасибо вам, Тамара. Тамара Нерсисьян была из Киева. Первые комментарии по поводу инициативы об отмене смертной казни на Украине, которые были озвучены депутатом Юрием Березой. И понимаю, тем не менее, что от новой Рады можно ждать чего угодно. Обсудим перспективу отмены моратория на применение смертной казни на Украине с украинским журналистом Юрий Кот у нас в студии. Юрий, мы понимаем, откуда, собственно говоря, корни, да, таких инициатив, их подобных им. Это бегство чиновников, бегство военных, бегство разведчиков на сторону ДНР. Мы видим, что абсолютно нестабильна ситуация сейчас на Украине. То есть это попытка еще раз запугать, попытка как-то показать силу. Вы знаете, данная ситуация очень проявляет хорошо тех людей, которые совершили государственные перевороты, которые продолжают, как им кажется, наслаждаться своей властью и упиваться ею. Они прекрасно ощущают, если кто-то из них там мозгом не доходит, то как минимум кожей они ощущают, что их время подходит к концу. И, безусловно, подобные заявления со стороны того же Березы, абсолютного, мягко говоря, не очень интеллектуально одаренного человека. Тем не менее, депутат Верховной Рады, там извините. таких много, там, поверьте мне, там такое ощущение, что, знаете, как в анекдоте, когда Господь говорил, что я вас, говорит, со всего мира собирал на этот корабль. Вот ощущение, что именно со всего мира, со всей Украины собрали эту пену революции, так называемую, задача которой как можно дольше продержаться. А единственный способ продержаться, они же не могут интеллектом продержаться, они не могут духовностью своей продержаться, они могут только запугивать страхом и угрозой смерти людей
убивают. На самом деле удивительная вещь. Я буквально сегодня встречался с человеком из Херсона. Он мне сказал, что, ты понимаешь, говорит, в Херсоне каждый день пропадает в среднем 25 человек. 25 человек. Третья часть из них идет на мясо. Что значит на мясо? Они идут в зону АТО. Их насильно туда завозят. Часть людей уходит просто на органы. Это только в Херсоне одном. Представляете? Я говорю только о городе Херсоне. Остальная часть пропадает бесследно. А в основном это люди, которые не согласны с этой властью. Те люди, которые не боятся уже, потому что бояться дальше некуда, на самом деле. Людей настолько, вот эту пружину настолько сильно сжали, что люди уже не могут больше терпеть. И они начинают высказывать свои мысли. Мысли, которые, мягко говоря, не сходятся с мыслями того же Березы или всех остальных там депутатов в Верховной Раде, марионеток Госдепа. И, соответственно, люди просто исчезают. Я вам скажу, что Служба безопасности Украины очень четко работает. Ну, такое ощущение, что это не Служба безопасности Украины, а вот именно какие-то специальные приезжие специалисты, вероятнее всего из Америки или из Европы, которые на корню вырубают любые протестные движения. Вот просто любые. Кто бы что-нибудь не заговорил, как только начинает собираться группа людей, они тут же вычисляют этого лидера и убирают его. Они его убирают или в зону АТО, или с ним проводят воспитательную беседу, или вербуют, что тоже возможно, для того, чтобы потом внедрить его и накрыть намного большую группу. Вы знаете, я сегодня благодарен вам за эту программу, потому что я смотрю, вы сегодня говорили о вымирающих видах животных, и при этом у вас в студии, в эфире лисица, кот, та же береза, да, так достаточно, ну, так небольшая такая нотка иронии. Действительно, порядочные люди, я не говорю сейчас о себе, я говорю, вот девушка, которая пианистка, лисица, я просто в восторге от того, что она делает. Таких людей все больше. Я очень сильно за них боюсь, потому что эти люди, подобные Олесю Бузине, они как титаны становятся над Украиной, а тем более это женщина. Вообще, ну, как матушка, да. И они своим примером пытаются показать, что они не боятся таких вот не людей, как Береза. Они готовы показывать всему миру, прежде всего, на самом деле, прежде всего, украинцам, что бояться не надо. Если на улице выйдут миллионы, никуда эта власть не денется. Будет бежать, аж портки будут слетать. Но ведь вот эти призывы как раз отменить смертную казнь, как раз чтобы боялись, да, и чтобы развязать руки просто националистическим батальоном. Убили они Бузину, и они же хотели всех запугать. В результате чего они добились? Еще больше людей поднялось. Возмущение. Бузину пришли хоронить десятки тысяч людей. За весь день проходили мимо его гроба. То же самое касается Олега Калашникова и многих других наших товарищей. Они сами того не понимая, но вероятнее всего в силу своего скудоумия, они просто не понимают, что подобные заявления или подобные действия, которые направлены на запугивание, рождают еще больший протест. Человеческий, естественный, природный протест. А сейчас каковы наказания за, как называется на Украине, измену Родине? По-человечески мы понимаем, что просто за инакомыслие. Как людей преследуют. Людей преследуют, причем преследуют даже близкие, в том числе, их сдают в СБУ. Недавняя история о том, что даже Вашингтон вынужден был признать, что батальон «Айдар» является фашистским. Если мы говорим о батальоне «Торнадо», мы сегодня говорим о садизме, который они действительно, причем это не просто садизм, это чистой воды Содом и Гоморра. Но весь ужас в том, что люди, которые работают в правительстве этой страны, ну, казалось бы, они должны были бы таких людей, как Береза, или же таких, как этот Руслан Онищенко, хотя это не его фамилия, он специально женился на девушке и взял ее фамилию, у него другая фамилия. Он несколько раз был судим. Так вот, эти люди, они делают заявления, они появляются в экране, и никто из правительства их не осуждает. Никто. Что это значит? Это элементарно. Просто, значит, правительство думает точно так же. Значит, оно покрывает таких людей. Почему? Да потому что они по-другому не удержатся у власти. Ну, не удержатся. Очень легко, на самом деле, как показала практика, в Украине взять власть. Достаточно легко. Но очень сложно ее удержать. Прошло всего 1,5 года. Совсем ничего, намного меньше даже, чем 1,5 года. И мы уже сегодня говорим о том, что весь народ в Украине негодует по поводу этой власти. Да, он не хочет возвращения к прошлому, но ему не нравится эта власть, которая убивает, которая развязала гражданскую войну, которая обвалила экономику. Я не хочу превращаться в политолога, я очень хочу все-таки вернуться в Украину и стать политиком, потому что понимаю, что если не ты, то кто же. И могу сказать точно, что когда мы вернемся, а мы вернемся, мы делаем для этого очень много. Может быть, до времени это еще сокрыто, обязательно об этом все узнают. И я уверен, что эти люди, подобные Березе и всем остальным, сами претерпят от своих законов, если вдруг они их примут. Конечно, это бесчеловечно, конечно, это ужасно. Но, вы знаете, если смотреть на ситуацию несколько по-другому, благодаря этому ужасу, который сейчас творится на моей отчизне,
Все стало явным. Кто подлец, тот подлец. Кто убийца, тот убийца. Кто Порошенко, тот Порошенко. А кто человек, тот остается человеком, какую бы фамилию он ни носил. Но, к сожалению, ценой очень многих тысяч К огромному сожалению, это жуткая боль всех людей. Но, очевидно, мы еще настолько, наверное, не развиты, что ли, духовно, что мы должны обязательно пройти какие-то сумасшедшие страдания. Вы знаете, я с ужасом думаю о том, что будет происходить с моими земляками, когда они действительно узнают правду. У меня в голове возникают эпизоды, когда немцы после фашизма узнавали, как они сходили с ума. Вот я это предвижу, что моим соотечественникам действительно очень сильно понадобится помощь именно психологическая, чтобы они не сошли с ума от того, что они натворили. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Юрий Кот, украинский журналист. Мы обсуждали инициативу депутата Юрия Березы об отмене смертной казни на Украине. В Киеве ночью 2 взрыва у отделения Сбербанка. Жертв и серьезных разрушений нет. Незначительные повреждения получили здание. Взрывной волной повредило входные двери, окна, вывески. Украинские следователи квалифицировали эту акцию устрашения, теракт, как хулиганство. Возбуждено 2 уголовных дела. Никто не сомневается, что взрывы – дело рук радикалов, людей с неприятием России на физиологическом уровне. О том, что киевский Сбер – это украинский банк, и что играет он очень важную роль в дырявой экономике государства, конечно, никто и не подумал. Ксения Колчина с места происшествия. Это одно из отделений Сбербанка России, возле которого накануне ночью прогремел взрыв. Видно, что фасад здания сильно поврежден, испорчена вывеска, выбиты окна, двери. Утром здесь работали взрывотехники, сейчас здание восстанавливают, но филиал, несмотря ни на что, продолжает свою работу. Они открылись по расписанию в 9 утра, хотя всю ночь пришлось убирать груды стекла и заколачивать разбитые окна. Взрывы раздались около 2 часов после полуночи, практически одновременно в разных концах города. Сигнализация, яка спрацьовувала. Сработала сигнализация. Затем приехала милиция. Начала проводить следственные действия. Вы во сколько сюда приехали? Взрыв произошел около часа ночи. Мы сразу приехали, вот и все. Взрыв был такой силы, что в соседних квартирах вылетели окна. Люди, живущие неподалеку, сильно испугались. Слышали, думали, війна почалась. Це ж взагалі страшне. Слышали двойной взрыв такой протяжный, как разрыв грома сильного. Стекла задрожали. Взрывались шашки, обмотанные гвоздями и шурупами. Если бы кто-то оказался в зоне поражения, трагедия была бы неизбежна. Преступление уже назвали политической провокацией. По словам сотрудников банка, слово «Россия» на вывеске как красная тряпка для националистов. Но Сбербанк в Киеве нападают планомерно. В начале апреля взрыв прогремел у другого отделения. Виновных до сих пор так и не нашли. Правда, тот инцидент расследуют как теракт. А события минувшей ночи, подобные апрельским, расценили как хулиганство. Сам подход украинских властей к квалификации, а следовательно и к расследованию этого инцидента страшного, который мог закончиться вполне кровавым, например, если бы там были охранники, свидетельствует о том, что власти, как всегда, будут держаться вот в этой парадигме. Россия враг, и, следовательно, если люди выражают свое недовольствие к агрессору даже таким способом, то мы ничего не будем делать.